День за днем мы следим за развитием событий в республике и за ее пределами. Подводя итоги этой недели, я и мои коллеги расскажем о самых заметных новостях. В эфире программа «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Возвращение домой членов легендарного экипажа танка «Алеша» чествовали в Якутии. Уже на следующей неделе республику ожидают масштабные выборы. Участковые избирательные комиссии начали свою работу, наблюдатели проходят обучение. 1 сентября в Новых Стенах в республике 1 сентября открыли сразу несколько крупнейших школ. На этой неделе якутян героев-танкистов Алексея Неустроева и Филиппа Евсеева чествовали в родной республике. Глава Якутии Айсен Николаев лично поблагодарил героев за их ратный подвиг и боевое бесстрашие. Поздравить героев с высокой наградой собрались общественники республики, боевые товарищи, ветераны и, конечно же, члены семей. Подробности у Александра Хавренко. Члены правительства, общественники, ветераны боевых действий, ветераны и участники специальной военной операции собрались сегодня, чтобы поздравить танкистов Алексея Неустроева и Филиппа Евсеева с присвоением высокой награды и звания Героев Российской Федерации. Всех, кто сегодня собрался в зале Дома правительства, объединяло одно чувство – чувство гордости за своих героев, за свою республику и за свой народ. Гордость, радость и, знаете, вот такое чувство, что наша земля якутская, хотя она и суровая, воспитывает очень сильных людей. И это радость не только всей жителей нашей республики, это радость жителей всей России. Подвиг очень великий, да, действительно, как я сказал, они этим подвигом прославились не только на всю Россию, но и на весь мир. Действительно, подвиг героев-танкистов прославил нашу республику далеко за пределами страны. Видео легендарного боя танка «Алеша» по мессенджерам и социальным сетям разошлось по всему миру. Старшее поколение воинов-интернационалистов, прошедших службу в Афганистане, причисляет новых героев к своему боевому братству. Свои все группы афганские, всероссийские написал «Якутия» – это звучит гордо. У нас действительно 3 героя России. И это, наверное, не случайно, потому что, ну вот как никогда вся Якутия сплотилась, весь народ. И вот сейчас прозвучала песня, где татарин, якуты, русские, да, и вот в каждом танке такая же картина. Вот и в целом наша страна как большой танк, когда трудности, когда война, мы объединяемся в большой танк. Алексей и Филипп – простые якутские мужчины. Для них непривычно находиться перед камерами и фотоаппаратами. Скромные бойцы даже родным не сразу рассказали о своем подвиге. Мы узнали, как все, только после того, как объявили, начали искать документы, фотографии. Вот только тогда узнали. А наша мать, она, как сказать, думала, что это, когда увидела видео, думала, что это наш брат, а мы ей не поверили. Глава республики Айсен Николаев вручил героям денежные сертификаты от республики и еще раз поблагодарил от имени всего якутского народа за их подвиг. За то, что теперь миллионы людей по всему миру будут равняться на 2 якутских воинов – Алексея Неустроева и Филиппа Евсеева. Александр Хавренко, Иван Сорокаумов, Якутск. Якутия – один из лидеров по развитию и благоустройству сел. Об этом в ходе рабочего визита в регион заявил сенатор Совета Федерации Александр Двойных. В течение нескольких дней рабочая группа парламентариев проверяли строительство социальных объектов, медицинских и образовательных учреждений. Обо всем по порядку расскажет Сергей Михедов. Это первый этаж. Тут у нас столовая была. Сейчас пока не эксплуатируем. Все здания должны быть построены в срок. Сегодня первым пунктом объезда федеральных сенаторов стали объекты Северо-Восточного федерального университета, кузницы кадров Якутии. Гости увидели, в каких условиях живут студенты, где разместят спортсменов, участников 8-х спортивных игр «Дети Азии» в следующем году. Пообщались со студентами, прошлись по комнатам общежития. Также отправились на осмотр места будущего строительства медицинского института СВФУ. Затем сенаторам показали объект, где появится студенческий кампус мирового уровня.
Конечно, объекты требуют еще большего финансирования. Да, и мы запрашивали более 250 миллионов, да, получили 90 миллионов. Это на этом очень большое спасибо. Но, конечно, для Якутии это очень большой вопрос. Это, конечно, по общежитиям. Ну и, конечно, строительство новых корпусов. Многофункциональный спортивный центр на улице Ильминская – еще один важнейший объект. Его также включили в план проведения игр «Дети Азии». Срок ввода объекта – 31 мая следующего года. Здание готово на 30%, но работы кипят. И здесь тоже не обойтись без федеральных денег. Общая квадратура спортивного зала более 2800 квадратных метров. Здесь, значит, всего будет 3 спортивных зала. Это один большой универсальный зал высотой 16 метров. Здесь, где можно будет под художественную гимнастику, да, и игровые виды спорта. Отдельно будет зал для бокса и тренажерный зал. Этот объект в том числе финансируется вот по спорту «Норма жизни». И федеральное финансирование будет предусмотрено в следующем году в размере 72 миллионов рублей. Пандемия показала, что республике необходим еще один медицинский центр. Третий пункт визита – пока еще голое поле. Но в ближайшие годы на этом месте появится республиканская клиническая инфекционная больница. В одном здании медучреждение объединит детское и взрослое отделение на 145 коек. Это крупная больница, которая вместит в себе не только лечебное отделение, но и диагностическую, лабораторную, вспомогательную рентген-службы. Все палаты станут боксированными, то есть будут отвечать всем санитарным нормам. Этот объект был запланирован, и с 2021 года проходит экспертиза, в 2022 уже разработана проектно-сметная документация, прошли экспертизу. И, собственно, сегодня ставится вопрос уже о том, чтобы с будущего года начинать строительство. Ну а ответы на все вопросы даст вечернее совещание, где за одним столом руководство Якутии и федеральные министры обсудят дальнейшую реализацию всех перечисленных проектов. Не секрет, что такие крупные объекты требуют серьезных финансовых вливаний, а когда все упирается в деньги, на помощь приходит федеральный центр. Сергей Михедов, Артем Алексеев, Якутск. В республике продолжается мера поддержки участников СВО и членов их семей. По последним данным, 40 семьям оказана материальная помощь на газификацию жилых домов. 100 близких родственников военнослужащих получили помощь на санаторно-курортное лечение. 144 члена семьи бойца получили помощь на выезд к месту лечения военнослужащего. Помимо этого, 272 участника СВО и 491 член семьи прошли реабилитацию в медучреждениях. Также участники СВО и члены их семей смогут трудоустроиться и обучиться. Полным ходом идет подготовка к выборам. 30 августа все участковые избирательные комиссии Якутии приступили к своей работе. По всей республике в этом году организован 791 избирательный участок. 354 из них оснащены металлодетекторами. Кроме того, на всех участках будет вестись видеофиксация хода голосования. Членам избиркомов предстоит решить много организационных вопросов. И кроме того, они будут принимать заявления о включении в список избирателей по месту нахождения. Для того, чтобы иметь возможность проголосовать, избирателям необходимо подойти в любой участок избирательной комиссии и подать заявление. Для того, чтобы подать заявление по месту нахождения, избиратель подходит в участковую избирательную комиссию с паспортом, с пропиской, с временной пропиской может, да, имеет право, подходит и подает заявление. И все это очень быстро делается, есть специальная программа, заявление, затем основная часть остается в нашей комиссии, а отрывную часть избиратель берет с собой. Затем с этим отрывным талоном и с паспортом подходит вот по данному участку, где подавать заявление. Общественные наблюдатели Якутии продолжают обучение перед предстоящими выборами. Цель обучения заключается в подготовке участников к выполнению функций общественных наблюдателей, а также в повышении профессионализма в данной сфере. Участникам дается информация о правовой базе, процессе голосования, а также о распространенных нарушениях, с которыми они смогут столкнуться. В обучение включены практические занятия и дискуссии по случаям из реальной жизни, которые помогут наблюдателям эффективно выполнять свои обязанности в предстоящих выборах. Задача общественных наблюдателей – следить за процессом выборов, обеспечить их легитимность и прозрачность. Теперь давайте поговорим. В народе это называется надуманное голосование. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами.
Это итоги недели, мы продолжаем. Сегодня к высокоскоростному интернету подключили самое удаленное арктическое село на Дальнем Востоке. В селе Уюрунхая Анабарского района торжественно запустили волоконно-оптическую линию связи. В прошлом году в районе к оптоволокну было подключено село Соскылах. Сегодня район полностью перешел со спутникового канала на оптические линии. До конца текущего года к высокоскоростному интернету подключится и Жиганск, в следующем году поселок Тикси-Булунского района. Затем оптоволокно проведут до поселка Батагай и Колымской группы районов. Всего до 2027 года КВОЛС планирует подключить все арктические районы республики. За 3-3,5 тысячи рублей можно подключить 50 мегабит. Да, это, если так посчитать, то есть почти в 100 раз цена падает. Цена падает в 100 раз, и, соответственно, можно пользоваться всеми госуслугами. Когда оптика приходит в районный центр, сразу в 2-3 раза увеличивается количество заказов через Почту России. Да, ну и, конечно, цена на доставку таких товаров тоже падает. Ну и, конечно, уровень жизни растет. Это касается всего населения. Даже могу сказать такой пример, что когда мы подключали центральную группу районов, там, Вилюйскую, Заречную группу районов, дедушки, бабушки обращались ко мне и говорили: Анатолий Николаевич, подключите интернет, потому что летом к нам внуки перестали приезжать. Да? А сейчас внуки и внучки приезжают, интернет развивается. Ну а тем временем в поселке Усть-Куйга на месте бывшего болота за считанные месяцы возник городок из малоэтажных домов. Жилье для работников, задействованных на строительстве атомной электростанции малой мощности, в короткие сроки возвел Росатом. Строительство рабочего городка – это огромный шаг в сторону реализации масштабного проекта АЭС малой мощности за полярным кругом. На месте будущей электростанции побывал и Александр Хавренко. Арктический поселок Усть-Куйга обретает вторую жизнь. В 2028 году здесь заработает атомная электростанция малой мощности. На этой неделе в поселке торжественно открыли рабочий городок. Дома, возведенные для рабочих, которые будут строить Устьянскую АЭС. Работа эта начата, и я думаю, что большие деньги вложены уже, она не закончится, и у нас будут новый абсолютно поселок. Мы будем как бы флагман якутской Арктики. Последнее строительство у нас было в 1994 году. Дом построили, и все. На этом все. И больше мы ничего не видели. Очень сильно надеемся. Прям мороз по коже берет, когда начали буровые работать. В лучшие времена население поселка доходило до 8 тысяч человек. Сегодня в Усть-Куйге не наберется и 1000 жителей. Молодежь старается из поселка уехать, не видя тут перспектив. Строительство атомной электростанции должно эти перспективы предоставить. Приход в наш поселок промышленности, приход Росатома, это очень много для нас значит. Это значит просто-напросто, как бы невысокопарно я говорила, это для нас означает жизнь. Приходом, как говорится, Росатома, возможность образования новых предприятий каких-то там, все это, молодежь наша будет здесь оставаться. Очень хочется на это надеяться. Строительство станции даст развитие не только Усть-Куйге и Устьянскому улусу. Доступная, надежная и относительно недорогая электроэнергия позволит развиваться и сопредельным арктическим районам. Просто строительство атомной станции здесь, они, еще раз говорю, за собой повлекут бурное развитие здесь ряда инвестиционных проектов. И здесь уже надо говорить о дальнейшем развитии транспортной инфраструктуры. Это не только строительство аэропортов, реконструкция которых здесь уже на период строительства атомной станции понадобится. Это и вопросы строительства круглогодичной дороги, в том числе и того проекта, о котором много уже еще с советских времен говорилось, но еще, в принципе, не было сделано. Это строительство круглогодичной дороги Яна. Для компании «Росатом» строительство АЭС малой мощности – это возможность решить, кроме первоочередной задачи обеспечения электроэнергией района, еще несколько важных задач. Строим первую атомную станцию с реактором РИТМ-200, которая является атомной станцией малой мощности. Нам крайне важно показать всему миру, что это, никто не сомневается, что это безопасный проект, но что он может быть эффективно реализован как наземный проект атомной станции в таких регионах с децентрализованной системой энергетики. И это хороший пример для дальнейшего продвижения наших продуктов, в том числе на зарубежные рынки. Рабочий поселок, появившийся в Усть-Куйге, это один из первых шагов на пути к реализации большого проекта.
Обеспеченные жильем строители смогут вести свои работы круглогодично, и к 2028 году появится атомная электростанция малой мощности. Первая АЭС, построенная в Арктике. Александр Хавренко, Григорий Хлопков, Лукьянский улус. В Жатае продолжается строительство суда-верфи. На сегодняшний день завершено порядка 70% строительных и отделочных работ. Проектная документация была подготовлена еще в 2018 году, и тогда же и начались строительные работы. С тех пор ситуация на рынке сильно изменилась. Из-за санкционного давления приходилось искать иные пути приобретения и завоза строительных материалов. В связи с этим сдвинулись и сроки запуска самой верфи. С ходом работ на предприятии ознакомилась рабочая группа Совета Федерации. По итогам работы в Республике Совет Федерации вынесет в постановление вопрос о возмещении Республики разницы средств, которые были изначально заложены в проект, и средствами, которые были потрачены. Подготовка к отопительному сезону ведется в плановом режиме. Запуск котельных осуществлен в 13 муниципальных районах и в социальных объектах центральной части республики. В рамках подготовки к отопительному сезону проведены ремонтные и профилактические работы. Полный запуск котельных ГУП ЖКХ по районам будет произведен до 15 сентября. На сегодняшний день запуск котельных осуществлен в 13 муниципальных образованиях. Общий процент готовности сетей теплоснабжения, а также котельных составляет 95%. В жилфонде 98%. Запуск котельных осуществлен в арктических районах. Полностью теплоснабжение на большей части республики будет осуществлено в срок до 15 сентября. Перейдем к другим темам. В Якутске с 1 сентября приступили к учебе студенты филиала Нерюнгринского медицинского колледжа. К услугам студентов классы с современным медицинским оборудованием, манекенами и тренажерами для отработки практических знаний. В первый день за учебными партами расположились 70 студентов. Большинство из них набраны на учебу по целевой программе подготовки кадров для медицинских учреждений Якутска и в первую очередь для поликлиники номер 1. Студенты будут учиться на 2 отделениях – это лечебное дело и сестринское дело. Минувший день знаний в Якутске начался с волнительного события. Самая большая школа в республике наконец встретила своих первых учеников. Площадь здания более 15 тысяч квадратных метров, вместимость свыше 1600 детей. Ну а просторные кабинеты с современным оборудованием и уютными зонами отдыха настроят их на учебный лад. С флагманским объектом образования республики знакомилась моя коллега Марина Захарова. Холодная погода не стала помехой воодушевленным настроением детей, их родителей и учителей от столь радостного события. Торжественная часть началась с теплых слов напутствия главы Якутии и подарка сертификата на школьный автобус, а продолжилась красочными танцами и душевными стихами юных талантов. Мы сегодня радуемся за всех родителей, детей этой школы, ну и всей республики. Еще раз всех поздравляю с праздником творчества, любви детям желаю. Строительство проходило в рамках национального проекта образования и было нацелено на создание максимально комфортных условий. Пристальным вниманием не была обделена задача подбора квалифицированного педагогического коллектива, способного своим запалом укрепить мотивацию подрастающего поколения и помочь им развить в себе самые сильные стороны. Мы считаем, что очень нам повезло с нашими педагогами, коллегами. Надеемся, что этот творческий запал, именно инициативность, творчество, креативность будет, конечно, в пользу всем нашим направлениям. Учащиеся и их родители в восторге от новой школы. Они уверены, что в такой обстановке детям будет гораздо интереснее и приятнее учиться. В некоторых разгорелось ностальгическое желание вернуться назад и вновь сесть за школьную парту, едва заслышится первый звонок. Приятной новостью является обустройство медицинского блока, студии кино, звукозаписи и фотографии, а также собственного театра. Школа мне очень понравилась, она такая большая. И выглядит снаружи очень замечательно. И кабинеты очень уютные. Учителя мне очень понравились. Я вошла в родительский комитет. Вчера вот оформили классы, поэтому впечатление первое очень хорошее. Классы очень хорошо оборудованы, оснащены, освещение очень хорошее, есть мониторы, что очень радует, парты новые, регулируемые вот для начальных классов, например. Школа современная, прям во всех классах прям все оснащено, всем детям все предоставлено. Я бы сама тоже хотела в такой школе учиться.
кабинетах начальных классов детей ждал подарок от имени главы Якутии – дневники на 2 государственных языках – якутском и русском, в которые была включена познавательная информация патриотического характера. Будем учиться по методике, по программе «Школа о России». И упор буду делать на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Многофункциональное оборудование даст возможность детям легко получить дополнительное образование во многих направлениях в зависимости от их предпочтений. Спокойная, уютная атмосфера читального зала привьет любовь к чтению. Оснащенные спортивные залы укрепят желание вести здоровый образ жизни. А просторные холлы, наполненные различными экспонатами, обязательно взрастят в детях любопытство и стремление к новым знаниям. Марина Захарова, Григорий Охлопков, Якутск. Самая большая сельская школа открылась также в Якутии в День знаний 1 сентября. В трехэтажном здании в селе Бердигистях новый учебный год встретили 752 школьника. Здесь оборудованы актовый зал, просторный спортзал, светлые, оснащенные всем необходимым учебные кабинеты. Торжественное мероприятие посетил глава Якутии Айсен Николаев. Он отметил, что на строительство школы было заложено свыше 1 миллиарда рублей. В Бердигистях открываем самую большую сельской местности нашей республики школу площадью свыше 7 тысяч квадратных метров. Школу среднюю имени Семена Петровича Данилова. Замечательная школа. И это показывает, что сегодня по техническому оснащению, по качеству строительства, по наполнению наши сельские новые школы ничуть не уступают городским. И наша главная задача, чтобы качество образования было очень высоким, таким же высоким, как и в городах, в наших селах. И это в конечном итоге будет приводить к тому, что вот здесь развитие должно идти более быстрыми темпами на селе. Мы видим, как в Бердигистях и с каждым годом количество населения растет, и не только здесь, но и в целом по району. Такой запомнится минувшая неделя глазами наших корреспондентов. Вы смотрели итоговую программу «Якутия. День за днем». Мы и дальше продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго.